Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Вице-президент Бадра Гунба встретился с председателем организации Абаза Умаром Кончевым и депутатом Думы Черкеска Карабеком Тлябичевым. Продолжается внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом. В Абхазии создается служба патронатных семей. Вице-президент Бадра Гунба встретился с председателем абазинской общественной организации Абаза Умаром Кончевым и генеральным директором черкесского завода резиновых изделий, депутатом Думы Черкеска Карабеком Тлябичевым. Подробности встречи у Лауры Капш. Тепло поприветствовав гостей, Бадра Гунба поблагодарил их за то, что они посетили Абхазию и стараются быть полезными для нашей страны. Хочу еще раз поблагодарить за то, что нашли возможность приехать на свою родину, тем более с учетом того, что ваши предки выходцы из села Псхо. Это ваш дом, ваша родина. И очень приятно, что вы всегда отзывчивы и обращаетесь к своей родине и пытаетесь всегда быть полезным для своей страны. Это очень важно. Это показывает ваше отношение к своему народу, к тем людям, в жилах которых течет такая же кровь. Гости, в свою очередь, поблагодарили вице-президента за встречу, а также рассказали о том, что всегда открыты для сотрудничества с Абхазией и готовы оказывать посильную помощь братскому абхазскому народу. Абхазия независимая, Абхазия с государством. Для нас это главное государство с большой буквы. Ему не надо помогать, у нас самодостаточно. Но мы посчитали правильно, какое-то свое маленькое зернышко прийти и сказать: ребята, пожалуйста, дайте нам возможность какое-то свое маленькое зернышко привнести. И я надеюсь, что Всевышний даст всем нам здоровье в первую очередь, вам в первую очередь, потому что вы сегодня во главе того механизма, который направлен на развитие этой республики. Бадра Гунба выразил особую благодарность за содействие в деятельности правоохранительных органов республики, в частности, за искусственные дорожные неровности, переданные службе ГАИ Абхазии. Хочу поблагодарить вас за оказанное содействие для решения тех проблем, которые сегодня стоят перед правоохранительными органами, в частности, перед Министерством внутренних дел. Те изделия, которые вы производите у себя на производстве, это искусственные неровности, которые вы передали нашей службе ГАИ. Они, безусловно, будут очень полезны, потому как каждая спасенная жизнь бесценна. Мы знаем, что у нас есть определенные сложности в этом вопросе, и я уверен, что ваш личный вклад, ваше отношение к своей стране, к своему народу позволит сохранить жизнь людей. А это самое главное и самое ценное, что может быть. Мы как-то с Умаром сидели, часто встречаемся по различным вопросам, особенно это касаемо гражданства и всего остального. И затронули вопрос дорожно-транспортных происшествий на дорогах Абхазии. И, соответственно, долго обсуждали эту тему, после чего поступило предложение от вас, за что мы очень благодарны. На самом деле эти искусственные неровности, которые были переданы, мы сейчас будем их в ближайшее время устанавливать. Я уверен, что они на самом деле способны некоторой жизни, потому что есть участки, где это очень необходимо. Это для нас очень существенно и очень важно. Бадра Гунба отметил, что важно передать и сохранить теплоту взаимоотношений между абхазами и абазинами будущим поколениям. Залогом успеха и процветания нашего государства является наше единство во всех вопросах, подчеркнул Бадра Гунба. В завершении встречи Бадра Гунба вручил гостям памятные подарки. Получить от вице-президента Республики Абхазия, от нашего государства мы будем всячески поддерживать, всячески стремиться к тому, чтобы она процветала. Будем со своей стороны
все силы прилагать к безопасности. Вы знаете, что Абазашта всегда рядом с Апсна. И табу бы тут зана. Лаура Капш, Абхазское телевидение. Госдума ратифицировала протокол об освобождении от пошлины при ввозе пропана в Абхазию. Протокол предусматривает включение пропана в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию, без применения вывозной таможенной пошлины. В Москве прошло заседание рабочей группы по гармонизации законодательства Абхазии и России. Сопредседателем группы с абхазской стороны является вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, с российской замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. В заседании участвовали министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр просвещения Нал Габле, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Ачба, представители ГТК, МИД и Нацбанка. В Абхазии открылся международный форум, посвященный столетию великого поэта, писателя своей эпохи Расула Гамзатова. Торжественные мероприятия проходят на двух площадках – Абхазского госуниверситета и Национальной библиотеки имени Папаскер. Для участия в форуме в Абхазию прибыла делегация из Республики Дагестан во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым. Форум был открыт церемонией возложения цветов к памятникам Баграта Шинкуба и Дмитрия Гулия и посещения дома-музея Гулия, стихи которому посвящал Расул Гамзатов. В республике продолжается внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом. Обновленная программа сократит объем трудоемких операций и минимизирует количество ошибок, допускаемых при ручной обработке данных. Процесс проходит в 3 этапа. Уже пройдены 2. Кукуца Вардани расскажет детали. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом проходит в республике уже несколько лет, в 3 этапа. Первый шаг касался составления и введения кассового плана исполнения республиканского бюджета, затем сбора отчетности. 3-й этап – обучение специалистов государственных учреждений работе в новой программе. Сейчас проводятся семинары. Их основная цель, естественно, это обучение работников бухгалтерских служб бюджетных организаций работе в новой программе с тем, чтобы они могли уже в автоматизированном режиме оформлять бухгалтерскую отчетность, бюджетную отчетность и так далее. Система предназначена для автоматизированного сбора, учета, обработки и анализа финансовой информации, а также для взаимодействия с государственными органами и другими внешними организациями. Новая программа облегчит работу специалистов, сэкономит время и внесет прозрачность и точность в процесс. В настоящее время подавляющее большинство учреждений в республике ведут бухгалтерский учет вручную на бумаге, либо в электронных таблицах Excel. Ситуация не нравится ни руководству республики. Главное в финансах – это учет и контроль. Наше внедрение автоматизированной системы позволит этот учет наладить, сделать его единообразным, чтобы все больницы ставили одинаковые проводки, все садики, все школы работали одинаково и все было согласно нормативно-правовым актам республики. Обучающие семинары для бухгалтеров государственных учреждений будут проходить несколько дней. Также будут подготовлены материалы для домашнего обучения специалистов. Сегодня мы начнем обучение первых 14 пилотных учреждений. Сегодня и завтра мы покажем им основные методы, основные типовые проводки, как заводить в программе, что делать, как с имуществом ставить на учет, как оплачивать товары или услуги, как выплачивать авансы за топливо, либо за другие товары и услуги. Ну и, соответственно, если кто-то из бухгалтеров не смог или не все это понял, мы подготовим материалы для обучения дома, видеоинструкции. В прошлом году постановлением Кабинета министров Минфин утвердил программу по модернизации финансового учета, рассчитанную на 3 года. То есть до конца 2024 года у нас есть время с тем, чтобы реализовать все необходимые мероприятия, подготовить условия для того, чтобы все без исключения бюджетные организации, это организации республиканского уровня и местных уровней, могли пользоваться данным программным продуктом. Разработчиком программы по модернизации бюджетного учета является Министерство финансов, он же является органом, ответственным за его исполнение. Над внедрением программы специалисты Минфина работают комплексно. Это и усовершенствование нормативно-методологической базы, и оснащение новой техникой, и обучение специалистов. Кукуца Вардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Очень сложно заменить ребенку родителей, но бывают случаи, когда дети страдают в своих семьях или вовсе не имеют родных людей, которые могли бы позаботиться о них. В нашей республике нет детских домов. Также нет специальных интернатов и домов-малютки. Наверное, можно было бы этим гордиться, если бы в стране не было детей, нуждающихся в помощи социальных служб. Министерство соцобеспечения и демографической политики совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Абхазии и другими партнерами при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ запускает службу патронатных семей. Для чего создается такая служба и как можно стать патронатным родителем, расскажет Алика Трапш. Патронатный родитель или родитель-воспитатель – это специалист, прошедший специальную подготовку, заключивший договор с государством, готовый принять в свою семью детей для оказания им помощи и воспитания, пока соответствующими органами решается вопрос их постоянного устройства. За период нахождения ребенка в семьях патронатные родители получают заработную плату, а также социально-психологическую поддержку со стороны квалифицированных специалистов. Специалисты службы социальной поддержки семей и детей сталкиваются со случаями, когда дети остаются без опеки родителей. Чаще всего, конечно же, находятся ближайшие родственники, которые готовы приютить ребенка у себя. Но также бывают случаи, когда родственников нет или они не в состоянии взять на себя ответственность за ребенка. Именно тогда и нужны профессиональные патронатные семьи. Очень важно понимать, что мы говорим не об усыновлении, а о временном размещении ребенка в такой семье. Например, у нас были ситуации, когда мать-одиночка тяжело болела, и ей требовалось длительное лечение и госпитализация. Позаботиться о ребенке было некому. Патронатное воспитание также необходимо для случаев, где в связи с неадекватной опекой ребенок не может оставаться в семье, и стоит вопрос о лишении родительских прав. Но решение еще не принято органами, и, соответственно, ребенка пока некуда деть, и он еще не подлежит усыновлению. То есть нужен временный уход. А затем, если уже ситуация изменится, то ребенок вернется в родную семью. Но если вдруг ситуация не улучшится, тогда этот ребенок будет подлежать усыновлению. Это только несколько случаев, примеров, с которыми мы сталкиваемся. И каждый случай, он уникален. Одним детям необходим такой уход на один день или же несколько дней, а некоторым вплоть до совершеннолетия. Но что мы точно можем сказать, исходя из своего опыта, что если у нас будут профессионально подготовленные семьи, такие родители, которые прошли специальное обучение и готовы взять ребенка к себе, то это будет готовым решением проблемы во многих случаях. В данный момент идет процесс отбора будущих патронатных родителей. Далее кандидаты будут посещать специальные занятия, где им помогут лучше понять поведение детей и что делать в трудных ситуациях. И только после отбора, обучения и утверждения патронатные семьи смогут приступить к своим обязанностям. Очень важно понимать, что кандидаты в патронатные родители могут заранее обозначить свои возможности и ограничения. Возможно, что кто-то из родителей готов взять в семью ребенка на короткий срок, кто-то на более длительный. Также можно обозначить свои предпочтения относительно возраста и пола ребенка. Все эти моменты можно обозначить во время отбора или заполнения анкеты. Также идеальных семей и родителей нет. И мы, в принципе, не стремимся к тому, чтобы поместить ребенка в идеальные условия. Главное, чтобы эти условия соответствовали потребностям ребенка и обеспечивали бы благоприятную среду. Конечно же, патронатные родители и дети, которые будут размещаться в семьях, будут находиться в тесном контакте со специалистами по социальной работе, психологами и другими профессионалами, которые будут оказывать необходимую поддержку. Если ситуация в родной семье наладилась, в течение определенного периода времени ребенок покинет патронатную семью. Но это не означает разрыва всех связей. Как правило, у патронатной семьи и приемного ребенка сохраняются теплые отношения, подобные родственным. Они могут тесно общаться и поддерживать связь всю жизнь. Если же ребенка невозможно вернуть в родную семью, патронатные родители смогут стать кандидатами в усыновители. Также многие предполагают, что для того, чтобы участвовать в программе и стать патронатным родителем, семья должна быть полная, то есть наличие двух родителей, но это не так. Каждая семья проходит индивидуальную всестороннюю оценку. Например, мать-одиночка
при прохождении оценки, если она соответствует по всем критериям, может стать кандидатом в патронатные родители. Более того, патронатные родители могут быть как незанятыми, так и работающими. Обязательным условием является только то, чтобы они имели возможность обеспечить уход за ребенком круглосуточно. Еще до создания профессиональной службы патронатного воспитания сотрудники благотворительной организации «Керас» и других общественных организаций брали детей, оказавшихся в тяжелых семейных ситуациях, к себе домой и присматривали за ними. Такой опыт у нас был, и скажу так, что сегодня у многих перед благотворительными организациями или же перед другими сообществами стоит острый вопрос, что делать с детьми, которые оказались без попечения родителей и у которых нет близких родственников, соседей или же друзей, которые могут на время их приютить. К счастью, служба патронатного родительства, служба патронатных семей начинает свою работу, и мы все заинтересованы в том, что эта служба работала. Именно поэтому мы призываем наших граждан стать кандидатами в патронатные родители. Вы знаете, я скажу это, хочу передать нашим гражданам смысл патронатного родительства. Когда мы видим призыв о помощи конкретным детям, у нас очень милосердные граждане, и они все участвуют в судьбе конкретного ребенка. Патронатное родительство – это тоже помочь конкретному ребенку здесь и сейчас, приютить его, взять его в гости, взять его на время к себе домой и оказать ему поддержку, пока в его семье решается ситуация. Также хочу отметить, что Абхазия всегда гордилась тем, что у нас не было детских домов, приютов для детей-сирот. Почему это было? Потому что у нас были очень крепкие родственные взаимоотношения, соседские, дружеские. И мы наверняка слышали от своих дедушек и бабушек историю о том, как они брали к себе домой на воспитание ребенка, который оказался без опеки, оказался в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня мы тоже можем гордиться этим, но для нас предоставлена такая возможность более профессионально подойти к этому вопросу. На сегодняшний день команда Офиса уполномоченного по правам ребенка в Абхазии совместно со службой социальной поддержки детей и семей и детским фондом ООН ЮНИСЕФ ведет активную деятельность по разработке методологической и нормативно-правовой базы программы патронатного воспитания с учетом опыта других стран. В 2023 году планируется завершение этапа отбора и подготовки патронатных родителей, чтобы в 2024 году уже была группа патронатных воспитателей, родителей, готовых принять детей при необходимости. Это очень серьезная работа, требующая координации и взаимодействия всех органов, которые работают в сфере защиты прав несовершеннолетних. И то, насколько мы серьезно подойдем к этапу подготовки, отбору патронатных родителей, зависит, конечно же, и будущее этих детей, потому что мы будем помещать детей в подготовленные семьи, патронатные семьи. Мы уверены в том, что каждый ребенок достоин заботы, внимания и тепла и достоин находиться в среде, которая близко к семейной. Это самый щадящий подход на сегодняшний день, который мы можем предложить детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Все желающие стать патронатными родителями или уточнить информацию могут обратиться по номерам телефонов, которые указаны на экране. Также можно задать вопросы, связавшись со специалистами по социальной работе через социальные сети Facebook и Instagram. Альга Трап, Тимур Гугохи, Адам Раджения, Абхазское телевидение. 110 нарушений правил дорожного движения выявлено сотрудниками ГАИ во время рейдов, которые прошли под личным контролем министра Роберта Киут при участии его заместителей Беслана Чкадова и Рашид Свижба. Подробности в репортаже пресс-службы МВД.
Согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кьют, в городах и районах республики проходят усиленные рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильным средством в нетрезвом состоянии, нарушающих правила дорожного движения. 16 октября профмероприятия проходили под личным контролем министра Роберта Кьют при участии его заместителей Беслана Чкадо и Раща Цвижба. Особое внимание сотрудникам поручено обращать на водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права управления транспортным средством на 6 месяцев. Если сотрудники выявляют лишенных ранее прав водителей, пренебрегших запретом и севших за руль в нетрезвом состоянии, то водитель подвергается аресту на 15 суток. В этом случае он также лишается права управления автомобилем на 1 год. В ходе рейда 16 октября сотрудниками задержано 4 водителей в нетрезвом состоянии. 2 из них пребывали в наркотическом опьянении, 2 в алкогольном. Всего совместными силами сотрудников УГАИ, УР и УКОН было выявлено 110 нарушений ПДД, основными среди которых остаются превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, движение по встречной полосе. Ввиду приближения зимнего периода и сокращения светового дня сотрудникам поручено оперативно реагировать на транспортные средства, нарушающие нормы тонирования ветровых автомобильных стекол. УГАИ напоминает, тонировка лобовых ветровых стекол в республике запрещена. В случае выявления подобных транспортных средств пленку снимают на месте. Также сотрудники милиции напоминают водителям о необходимости использования ремней безопасности. В случае ДТП ремни спасают жизни людей, что подтверждается статистикой. Использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм, гибели в 2-3 раза, а при невысоких скоростях тело человека, зафиксированное ремнями, можно вовсе оградить от различных, даже незначительных повреждений. Наряду с ремнями сотрудники призывают к активному использованию детских кресел. Детское сиденье существенно снижает риск смертности и травматизма. Нежелательно при движении в автомобиле держать детей на руках. Запрещено сажать их на передние сиденья. Усиленные рейдовые мероприятия под руководством МВД продолжатся далее. Основной целью профилактических мероприятий является снижение числа ДТП, минимизация нарушений правил дорожного движения. Жителю села Джирхуа вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Далее в нашем выпуске оперативная сводка. Незаконные приобретения, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере вменяется жителю села Джирхуа Гудаутского района Гойчуа Дмитрию Аксентьевичу, 1978 года рождения. При личном досмотре у последнего сотрудниками милиции обнаружен изъят заизолированный сверток с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Как впоследствии установлено экспертами, экспертно-криминалистического центра МВД порядка 1,5 грамм наркотического средства метадон. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Дмитрия Гойчуа по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса, проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД. Дмитрий Гойчуа помещен под домашний арест. В Центральном выставочном зале прошла презентация книги сотрудницы Национальной картинной галереи Азы Аргун под названием «Художники Абхазии». Это 3-я книга про художников, написанная Азой Аргун. Альбом знакомит читателя с биографиями и творчеством художников Абхазии второй половины 20-го и начала 21 веков. В книгу вошли биографические очерки 15 художников. Документальные материалы рассказывают о жизненном пути отечественных мастеров. Иллюстрированное издание дает возможность читателю в общих чертах составить представление о развитии национального изобразительного искусства Абхазии. Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства культуры и сотовой компании «Аквафон». 3-я книга из серии «Художники Абхазии» вышла тиражом в 400 экземпляров. Информацию я у художников собирала и родственников, и близких, и друзей, конечно.
документальный материал. Это многие из художников, к сожалению, уже покинули этот мир. И я считаю, что вот этот материал, который я конкретно собирала от самих художников, он очень важен. Их мысли, их чувства, как они работают, это все подлинно. Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». Задача ведомства – работать на формирование правильной информационной политики страны, отметила председатель Комитета информации и печати Южной Осетии, заслуженный журналист Южной Осетии Марина Катаева в эксклюзивном интервью корреспондентам газеты. Есть такая традиция в жизни – оставить в блокноте несколько строк о том, что произошло, что взволновало, что повлекло за собой новые действия или решения. Так начинается статья, посвященная нашему соотечественнику из Турции Фатиху Тванба, который вел записи в своем блокноте во время грузино-абхазской войны. Фатих ведет в интернете страничку на турецком языке под названием «Моя Абхазия». В ней он рассказывает новости о жизни в Абхазии. Также в очередном номере внимание читателя привлечет статья о паломнической поездке наших соотечественников по святым местам Греции. 24 октября в 12 часов дня в Конституционном суде Абхазии состоится судебное заседание по рассмотрению запроса Президиума Верховного суда о проверке конституционности положения статьи 39 Исправительно-трудового кодекса Абхазии и положения части 1 статьи 53 Уголовного кодекса страны. По мнению Президиума Верховного суда, нормы Уголовного кодекса Абхазии не содержат прямого указания на то, какое наказание должно нести лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, но на момент вынесения приговора достигшее 18 лет. Министерство здравоохранения информирует выпускников средних образовательных школ Абхазии о возможности поступить в высшие учебные медицинские заведения Российской Федерации по линии Россотрудничества. Определены и наиболее востребованные специальности, а именно специалитет лечебное дело, медико-профилактическое дело, педиатрия. Ординатура, анестезиология, реаниматология, инфекционные заболевания, рентгенология, психиатрия, судебно-медицинская экспертиза, неонатология, аллергология и иммунология, онкология, пульмонология, фтизиатрия. Желающие поступать в медицинские вузы должны пройти регистрацию до 1 ноября. Задать вопрос и узнать интересующую информацию можно в телеграм-канале Россотрудничества и на их официальных соцстраницах. В Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии прошла встреча с победителем первенства мира по тайскому боксу Нестором Гадлия. Председатель Фонда инвалидов Дмитрий Тарба вручил юному спортсмену благодарственное письмо и поздравил с победой. Отец Нестора Давид Гадлия поблагодарил руководство фонда, Федерацию тайского бокса и депутата парламента Астамура Герхеля за помощь и поддержку. Наши дети имеют возможность заниматься спортом, жить в независимой, свободной стране. Спасибо вам, организаторам. Спасибо большое спорткомитету, кто оказывал вам поддержку и оказывает в поездке и во всем. Астамур Герхеле особая благодарность. Ну и, естественно, нашему тренеру, президенту Федерации спорта, который вложил в него всю душу. Одно, сколько он нервничал, пока у экрана телевизора смотрел эти бои. Давида Амичба не могу не отметить, который замещал тренера, он сопровождал его в поездке, рядом был всю дорогу. К 80-летию битвы за Кавказ. Так называется специальный репортаж наших коллег из телеканала «Звезда». Битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. Она длилась более 400 суток, год и 4 месяца. Битва за Кавказ сыграла важную роль в завершении коренного перелома войны и разгроме фашистских войск. С самого начала Кавказской битвы жители Абхазии засыпали местные военкоматы заявлениями с просьбами отправиться на фронт. 6 тысяч добровольцев, в том числе и девушки, присоединились к группам советских альпинистов. Смотрите специальный репортаж сразу после новостей. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду, 18 октября, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В конце дня поздним вечером дождь, местами дождь с градом. В горах мокрый снег. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 14-19. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.